Я думаю, что следующие 100 лет также будут связаны с очень большими технологическими прорывами. И именно от этого будет зависеть качество нашей жизни в будущем. Сегодня, наверное, очень актуальным является проблема экологии. И эта актуальность не потеряет своего значения и в будущем. И я думаю, что главным богатством Якутии через 100 лет будут не ее природные ресурсы, а ее природа, ее чистота, первозданность. И именно это, наверное, будет диктовать место и роль нашей республики, нашей территории не только в России, но и во всем мире. Именно как территория, в которой будет сохранена в наибольшей степени природа в ее первозданности, где будет чистый воздух, чистая вода. И я более чем уверен, что несмотря на все планы промышленного освоения севера, нам удастся отстоять вот ту самую огромную территорию в ее первозданном виде. Конечно, будут островки, которые будут подвержены индустриальному какому-то развитию, но большая часть нашей республики, она сохранит свою первозданность, экологическую чистоту. И именно это будет, наверное, привлекательным для нашей республики в будущем. Я думаю, что изменится и система расселения. Вновь, наверное, мы вернемся к той системе дисперсного расселения, которая была 100 лет тому назад. Вообще это тренд, который развивается во всем мире, и экологическая емкость природы наша такая, что она не позволяет содержать огромные поселения, тем более с учетом хрупкости нашей природы. Дисперсность на сегодняшний момент не позволяет нам вернуться к этой дисперсности. Это энергетическая составляющая, теплоэнергия и многие другие факторы. В будущем, в течение этого столетия, я думаю, эти проблемы будут решены. И я вижу, что будет решена и другая проблема, проблема транспортной доступности, которая является, наверное, главным вызовом для нашей республики сегодня. Да, климат сильно не изменится. Сегодня во всем мире говорят о 1,5 градусах. Для нас 1,5, 2 и даже 5 градусов не столь существенно. Температуры будут такими же экстремальными. И это как раз и будет, наверное, одной из преимуществ нашей республики. Именно в сохранности ее экологической чистоты и устойчивости. И оно же станет и основой вот именно того, что наша республика будет, наверное, основной кладовой чистой воды и чистого воздуха в будущем. Я всегда обращал внимание, что нам надо думать. Еще 30 лет назад вряд ли из нас думал, что мы будем покупать питьевую воду. Нам казалось, что она настолько, у нас ее много, что она беспроблемна, но на сегодняшний момент уже абсолютное большинство жителей городов не представляет себе жизнь без покупной воды. Я более чем уверен, что эта проблема будет обостряться. И вот через столетия вот, чистая вода, наверное, по своей цене и так далее, обойдет в цене все другие природные ресурсы. И именно это будет основой, наверное, в том числе и богатства нашей республики. То же самое касается чистого воздуха. И уже сегодня многие южные страны, такие как Китай, Япония и так далее, для них это является проблемой. А еще через столетия, вот именно я думаю, что во многом будет экологический туризм, люди будут приезжать в нашу республику именно для того, чтобы увидеть первозданную природу, подышать свежим воздухом, попить чистую воду природную. И я думаю, мы должны сделать все, чтобы максимально сохранить вот ту нашу экологию, которая в будущем также будет оставаться, наверное, главным нашим капиталом нашей республики. Если говорить о языках, культурах наших народов, то опять-таки вот современные все технологии создадут очень хорошие возможности для возрождения и сохранения языков и культур. Уже сегодня мы можем говорить о том, что системы, например, «Умный дом» мы можем загрузить
языковые какие-то технологии. И вот мы говорим, что у нас нет уже достаточно носителей юкагирского языка, но если мы сумели уже зафиксировать этот язык, задокументировать его, зацифровать, то в будущем мы можем в любой дом, в любую технику встроить этот язык и создавать искусственную языковую среду, чтобы, заходя в дом, дом разговаривал с тобой на этом языке, и ты можешь поддерживать этот язык. И я думаю, что будущее нашего вообще, наших народов и так далее, вот в том, что будет сохраняться вот эта вот поликультурность, многоязычие. Будет также, люди будут, вот как 100 лет тому назад, мы говорили о феномене северного полиглотства. То есть полилингвизм был характерен для северных людей. С русскими они говорили по-русски, с якутами по-якутски, с чукчами по-чукотски, с эвенами по-эвенски, между собой по-юкагирски. И я думаю, что в будущем это также будет характерной такой чертой, когда каждый человек, наверное, будет своего рода полиглотом. Он будет разговаривать со всеми людьми на своих языках. Причем это опять-таки не будет проблемой. Почему? Потому что опять-таки все современные технологии, наверное, позволят. Я, например, буду говорить по-юкагирски. Скорее всего, общение будет происходить вот опять на уровне современных, ну, не телефонов, но что-то вот наподобие таких вот виртуальных каких-то технологий. И мой голос же будет тут же переводиться, например, для японца на японский, для якута на якутский, для англичанина на английский язык сразу. И у нас будет общение происходить без всяких вот каких-либо остановок. Это все будет происходить синхронно. То же самое касается культур. То есть у нас появится возможность сохранять и культурную, языковую, и все виды идентичности, которые у нас есть. То есть как раз вот то, что мы говорим о том, чтобы единство в многообразии, оно, наверное, вот как раз будущее вот этих технологий нам позволят вот это вот сохранять. Уже на сегодня, наверное, юкагиры представляют один из самых смешанных народов. Практически нет понятия, ну, кто-то говорит там чистый саха, чистый юкагир или еще что-то. Нет такого уже понятия, потому что наша численность настолько была мала, мы настолько растворились в других народах, дали частичку своего генотипа и современным якутам, и эвенам, и чукчам, и другим народам, нашим соседям, но при этом все равно мы продолжаем сохранять себя, сохраняем свой язык, культуру, и думаю, в будущем это также будет оставаться. То есть вот я более чем уверен, что будут классические семьи, они будут сохраняться, и они действительно будут полиэтничные, многогранные, и в которых будет сохраняться уважение супругов к культуре, к языку своего избранника или своей избранницы. Это будет, наверное, естественным таким процессом и, наверное, естественным показателем культуры любого человека, уважение к культуре других людей. Ну, поэтому юкагиры, я более чем уверен, они будут дальше сохранять себя. Причем я, наверное, в будущем вижу, опять-таки, не один такой народ, а целую россыпь народов. Мы знаем, что юкагиры на сегодняшний момент представляют из себя две группы. Это тундренные юкагиры, лесные юкагиры, каждый со своим языком, со своей культурой. И это тоже останется в будущем, это будет сохраняться. Но более чем уверен, что, наверное, появятся региональные особенности. Ведь в XVII веке было 14 юкагирских племен, каждый со своей культурой, языком, со своей территорией расселения. В будущем вот такое вот дисперсное расселение по каким-то удаленным и так далее, оно будет вызывать также, наверное, выработку каких-то особенностей, каких-то территориальных, возможно, и так далее, особенностей этих этнических групп. И я более чем уверен, что мы в будущем будем говорить, может быть, о 5 или 6 юкагирских народах.
Точно так же, как, наверное, будет не один эвенкийский народ, а будет много разных эвенкийских групп, племен, каждый из которых будет развивать свой диалект, уже говорить будет не свой диалект, а свой эвенкийский язык. Точно так же, я думаю, касается эвенского народа, у которых также будут свои особенности и свои группы развиваться именно с сохранением особенностей территориальных, этнических, культурных. И это будет оставаться не только у наших народов, это будет сохраняться и признаваться всем человечеством. Именно вот эта вот и культура, язык, это, наверное, будет главным после природы богатством нашего человечества.